Пару месяцев упорных работ, и эта школа будет как новая. Ремонт начали в апреле, и самое сложное уже позади. Демонтаж пола, обработка стен бетоноконтактом, первый штукатурный слой. На данный момент, помимо строительных, проводятся электромонтажные работы. Будет проведена полностью демонтаж старого отопления и соответственно монтаж. Котлы доводим до автоматики, чтобы потом каждый человек не приходилось каждый день там стоять рядом. Также по фасаду у нас будет покраска, частичный ремонт, где трещины, там заделка трещин. Кровля будет полностью поменена, будет обработана противопожарными добавками, обработка. Будет утеплена крыша. Здание состоит из 2 этажей. Ежедневно здесь трудятся больше 20 рабочих. Капитальный ремонт включает замену кровли, потолков, междуэтажных перекрытий, систему отопления, вентиляции, также слаботочных сетей и систем пожаротушения. На первом этаже бригада занята отделочными работами. Работа продвигается. Ну, финиш, вообще они кое плохой, ты что финиш мы делаешь, когда сделано ремонт, ну кахик дишь, ты райоакыш, да, кожа, бобр доктор. Третья Сунжинская школа открыта в 1978 году, рассчитана на 320 мест. За все эти годы здесь проводили только косметический ремонт. По словам директора, здание находилось в аварийном состоянии. Протекала крыша, были трещины на стенах, также проблемы с водоснабжением, канализацией и электропроводкой. Теперь после ремонта условия будут отвечать всем современным стандартам и способствовать качественному образованию детей. Все заново делают нам. Самое главное, полностью хотят отремонтировать свои спортзалы в плачевном состоянии. Этот спортзал полностью демонтаж, концерт спортзале, полный капремонт спортзале, концерт. Завершить ремонт планируется до начала нового учебного года. За качеством проводимых работ следит Управление капитального строительства региона. Со стороны Управления капитального строительства идет тотальный контроль за качеством производства работ и за объемом. Все соответствует проекту сметной документации. И нареканий на сегодняшний день пока не выявлено. Капитальный ремонт в третьей школе Сунжи проводится в рамках реализации федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». На время работ учащихся приняли другие школы. В рамках капитального ремонта осуществляются общеремонтные работы самого здания, фасадной части, ремонта столовых помещений, спортивного зала, ну и в целом всех учебных кабинетов. Более того, в рамках этого же проекта осуществляется частичное обновление материально-техническая база образовательного учреждения. И, безусловно, это все вкупе влияет и на качество образования, ну и создаются соответствующие требованиям действующих федеральных государственных образовательных стандартов, условия для обучения наших учащихся, ну и комфортная работа для наших работников системы образования. Мероприятие финансируется за счет средств федерального бюджета. Всего в проект включены 16 общеобразовательных организаций республики, из них 13 уже функционируют. Его итогом станет создание безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет детей учиться и развивать таланты. Малика Измайлова, Абдулла Халухоев, Новости 24.